Қайырлы күн, достар. Қазір бірер минуттен кейін тікелей эфирімізді бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Саида Итшибаева, маркетолог маман. Саидаға тікелейге шақыртып жібердік. Саида, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Барлығы тамаша, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы, тамаша. Тура сағат 16:00 болды. Енді ақырында біз тікелей эфирімізді бастай берейік. Қазір бір минутпен авиарежим. Жақсы. Друзья, если у вас будут вопросы по данной теме, не стесняйтесь, можете обращаться, писать, мы обязательно адресуем. Мне кажется, Саида зря... Так, она зря включила, по-моему, авиарежим. Қазір тағы да шақырып көрейік. Так, Саида... Друзья, поделитесь, как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Спасибо, что нашли время для нашего прямого эфира. Надеюсь, сейчас в скором времени Саида присоединится к нам, и мы начнем тему сегодняшнего эфира. Еще раз напомню, сегодня мы обсуждаем тему личного бренда. Почему сегодня личный бренд нужен каждому? Почему это важно? И что такое вообще личный бренд? Из каких элементов состоит? И об этом нам сегодня поведает маркетолог, специалист Саида. Шакру Кельмедоди. Так, еще раз попробуем. Саида. Саида. Все, я на связи. Спасибо большое, что присоединились. Я думаю, не стоило отключать телефон на авиарежим. Я так понимаю, что он тоже отключается, да. Ну, ничего страшного, у нас полчаса. Құрметті көрермен, тағы да еске сала кетейік, бүгін біздің тікелей эфирдің қонағы Саида Итшибаева, маркетолог маман. Бүгін жеке бренд, оны не себепті қалыптастыру керек, неліктен бүгін әркімге жеке бренд қалыптастыру керек, не үшін ол керек деген тақырыпты әңгіме қозғаймыз. Бүгінгі тікелей эфирдегі айтылған ақпараттың бәрі әркімге пайдалы болар деген үміттеміз. Саида, бүгінгі тақырыпты бастамай тұрып, өзіңіз жайлы аз-кем бір ақпар білсек, қай компанияда жұмыс істейсіз, осы салада неше жылдан бері еңбек етіп келесіз? Сөз кезегі өзіңізге. Мен есімім Саида болады. Мен маркетинг саласында 5 жылдан аса жұмыс істеп келемін. 1 жыл бұрын өзімнің маркетингтік агенттігімді аштым. Себебі оған дейін 16 жұмыс орнын ауыстырдым. Сол себепті өзімнің нақты сүйікті ісімді таптым деп айта аламын. Сол себепті мені қазір маркетингтік агенттікті ары қарай дамытып келеміз. Личный бренд не үшін қажет деген сұраққа жауап, ол қазіргі агенттіктегі барлық клиенттер, барлық заказчиктар, олардың барлығы именно личный брендқа келіп жатыр. То есть мен өзімнің аккаунтымды өте белсенді жүргіземін, жиі мастер-класс тренингтер өткізіп тұрамын. Сондықтан сол жақтағы аудиторияның өзі келешекте сұрап жатады, қай агенттікте жұмыс істейсіз, қандай қызмет түрлері бар, қызмет көрсету түрлеріңіз бар, және барлығы сондай мастер-класстан кейін, тренингтен кейін, немесе жаңағы жеке блогты көру арқылы көп клиенттер сол арқылы келіп жатады. Саида, скажите, пожалуйста,
до того, да, как мы приступим к нашей теме, будем обсуждать, что такое личный бренд, мы разберем об основе маркетинга, да, что такое маркетинг. Вы маркетолог, у вас своя компания маркетинговая. Зачастую маркетинг связывается с продажами. Но это, конечно, не зря, я так полагаю, но тем не менее ассоциация идет отдел продаж, маркетинг. На самом деле, что означает маркетинг? Какие аспекты она еще и затрагивает? Вообще маркетинг это настолько обширная тема, что да, многие путают, да, что маркетинг, некоторые путают, что маркетинг это только SMM, да, или маркетинг это отдел продаж. На самом деле отдел продаж это как бы другое составляющее. SMM, да, это входит в составляющее маркетинга. Маркетинг это в целом продвижение, да, если даже прямой перевод взять слово маркетинг, это продвижение. То есть продвижение определенного бренда, да, этот бренд может быть и это личный бренд, этот бренд может быть и бренд компании, либо некоммерческие организации, да, госсектор и так далее. То есть любое, как сказать, любая компания, любая организация, как бы в любых организациях есть потребность в маркетинге. Поэтому маркетинг это в первую очередь продвижение. А внутри еще маркетинг делится на интернет-продвижение, да, то есть и офлайн-маркетинг. То есть вообще это просто огромная сфера, и из этого мы как бы взяли чуть уже нишу, это интернет-маркетинг. То есть все, что касается продвижения в интернете, этим мы и занимаемся в S-Media. Компания моя называется S-Media, агентство S-Media, маркетинговое агентство. Вот. И там мы занимаемся как раз-таки именно интернет-продвижением. То есть туда входит и SMM-продвижение, таргетированная реклама, Google, Яндекс, YouTube, все, что касается интернета. Ну, понятно, да, на самом деле маркетинг – это один из инструментов ведения бизнеса. Там, конечно, затрагиваются аспекты и психологии, и пиара, и другие, конечно, моменты. Ну, давайте, наверное, уже тему уже, да, действительно, мы задались вопросом, почему каждый сегодня нуждается в личном бренде. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Почему действительно каждый должен задуматься о своем личном бренде? Насколько это важно? Всем ли это нужно? Я говорю, что всем это нужно. То есть я беру на себя такую ответственность, что сейчас я заявляю везде о том, что личный бренд нужен каждому. Будь ты наемный сотрудник, будь ты фрилансер, да, будь у тебя там своя компания, неважно, то есть личный бренд нужен всем. Но личный бренд настолько сейчас много говорят, да, про личный бренд, про там, экспертность в блоге, вести там свои блоги и так далее. Личный бренд я связываю в первую очередь с репутацией, да, то есть то, как мы там одеваемся, то, как мы себя ведем, все, абсолютно все наши действия в день, это уже твой личный бренд, это уже твоя репутация. Где бы ты ни находился, да, на какой встрече, после встречи какие впечатления ты о себе оставляешь, это тоже уже личный бренд. И в маркетинге сейчас очень необходим личный бренд, потому что мы сейчас по опыту тоже смотрим, часто сталкиваемся с тем, что, например, мы ведем определенную компанию, да, если там у владельца этой компании есть определенный личный бренд, нам очень легко раскрутить эту компанию. Почему? Потому что люди покупают у людей. Безликим компаниям нет доверия. Если за этой компанией есть определенный человек, то есть у людей срабатывает триггер доверия, да, то есть есть с кого завтра спросить. Вот есть этот человек, вот он там не скрывается, это его компания, если с тем продуктом, что я купил там у этого человека, да, в этой компании, есть с кого спросить. То есть наш мозг всегда работает, как бы, ну, наша бессознательная часть работает бинарно, да, опасно или безопасно. И когда есть человек, которому можно довериться, то в мозге срабатывает сигнал, что, ну, в принципе, это безопасно и можно совершать какие-то покупки, да, то есть купить услугу этой компании, да, или купить какой-то товар, продукт этой компании. Поэтому особенно могу выделить именно предпринимателей, у которых несколько бизнесов или вообще, ну, одна компания или один бизнес, неважно. Но предпринимателям это прям вот очень нужно, да, то есть развивать свой личный бренд.
Ну и когда есть у человека личный бренд, например, да, сегодня у меня маркетинговое агентство, я буду дальше развивать свой личный бренд как Саида, да, как Саида-маркетолог или просто как Саида Ельшибаева. И в дальнейшем, если, например, я захочу открыть кофейню, а у меня уже есть личный бренд, у меня, например, будет там, я не знаю, там миллион, да, целевой аудитории, и мне легче будет раскрутить в дальнейшем кофейню. Потом я могу открыть какой-то бутик, да, одежды. То есть, когда есть имя, когда есть раскрученный личный бренд, что бы ты ни открывал, каким бизнесом ты бы ни занимался, очень легко будет раскрутить. На примере Бейбета Алибекова, да, можно привести пример. Он сейчас производит и футболки, у него есть и кафе, и бургерные, чего только нету, да. Почему? Потому что есть имя. То есть имя, дальше он развивает свой личный бренд, то есть инвестирует, да, в свой личный бренд, в свое имя. И его имя сейчас уже бренд. Ну, И понятно. личный Ага. бренд... Тут создается вопрос. То есть лично бренд нужен тем, кто намерен заниматься бизнесом, что-то продавать, какие-либо услуги предлагать и так далее, да? Не обязательно всем, ну, хотя в начале нашей беседы вы отметили, что лично бренд нужен всем, даже фрилансерам и наемным сотрудникам. Как это может помочь людям, которые, допустим, еще не готовы или, может, даже не задумывались о открытии собственного бизнеса? Смотрите, я еще раз повторюсь, да, на самом деле личный бренд нужен всем, но я примерно отметила, почему он нужен предпринимателям, да. Давайте отвечу на вопрос, почему он нужен всем. Например, условно, если я фрилансер, ну, давайте по своей теме, да, возьму, и я предоставляю услуги там SMM или таргета, да, где я буду находить клиентов. Окей, сарафанное радио, да, тоже хорошо работает. И опять-таки, да, сарафанное радио, это же тоже, чтобы вас порекомендовали, это тоже ваш личный бренд. То есть в голове всегда нужно держать вот это понятие, что личный бренд – это ваша репутация, да, то есть мой личный бренд – это моя репутация. И где бы я ни работала, даже если я наемный сотрудник, я работаю хорошо, я показываю результат, я о себе оставляю приятные, хорошие впечатления, да, того, что если за этот проект берется Саида, значит, все будет супер, значит, будет все качественно. Если каждый человек о себе будет оставлять именно такой образ, да, то есть ты создаешь образ, свой образ. После того, как ты выходишь из комнаты, и все, что о тебе говорят, это и есть твой личный бренд. Вот. Например, если я фрилансер, и я буду вести свои аккаунты, да, то есть у меня красиво упакованный аккаунт, у меня есть отзывы, у меня есть кейсы, да, обо мне говорят, где-то меня в СМИ приглашают. Есть, например, еще второй такой же эксперт, такой же специалист, тоже классный, такие же знания, да, ничем не хуже тебя, но у него нету этого аккаунта, у него нету упаковки, он не развивает свой личный бренд именно в интернете, да, то есть в социальных сетях, будь это Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, неважно. И у кого будут больше клиентов? Соответственно, у того, кто развивает и кто инвестирует в свой личный бренд, и кто этим занимается, нежели у того, кто о себе не заявляет. Сейчас такая тенденция, что если ты о себе не заявляешь, если тебя нету в онлайне, то, прошу прощения, через год у вас как бы очень будут большие трудности с клиентами, да. Сейчас, будь ты наемный сотрудник, да, где бы ты ни работал, то есть основная цель – продажа, да, то есть даже на собеседовании мы идем и мы себя продаем. Идем разговаривать с шефом, если мы наемный сотрудник, мы продаем себя. Условно, например, сіз, например, бастығыңызға барасыз да, айлығымды көтеріңіз деп сұрайсыз да. Бірақ ол кісі сізге айлығыңызды не себепті көтеру керек? Сіз айтасыз, я, мен сіздің компанияңызда осыншама уақыт жұмыс істеп жатырмын, осылай. А если сізде отзывы болса, да, сіздің аккаунтыңыз полностью упакован будет, да, то есть у вас есть аргументы, что вот, извините, вот у меня вот есть определенный личный бренд, моя аудитория тоже приходит в вашу компанию через меня. Если я, например, ухожу, то есть моя аудитория уходит со мной вместе. Тут разные можно примеры приводить того, что личный бренд нужен не только, конечно, предпринимателям,
А им это очень важно, прям вот в первую очередь, но и всем в целом. И развивая свой личный бренд, всегда, как сказать, начинаешь думать о себе. Вот что я покажу, да, то есть в развитии именно экспертного блога, личного блога в первую очередь делается распаковка личности, да, то есть какая моя миссия вообще в жизни, да, что я люблю, от чего я кайфую, каким видом деятельности я бы хотел заниматься. И ведя свои личные блоги, аккаунты, да, ведя свой личный бренд, ты начинаешь заниматься самопознанием. То есть это вообще, ну, как бы огромный плюс того, что мы же многие в рутине не задумываемся о том, что нам нравится, что мы любим, какую работу, в какой сфере мы хотим работать и так далее. То есть в рутине у человека нет времени даже об этом задуматься. Но если Да, человек действительно принимает... так, ага. Действительно так. Да. Саида, у меня вот вопрос возник. Дорогие подписчики, зрители, если у вас есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь, я обязательно их адресую. В общем, да, вы сказали вначале, что самой главной составляющей личного бренда – это репутация. А какие другие элементы есть у личного бренда? Что еще нужно учитывать? В личном бренде, если говорить именно насчет интернет-продвижения, да, то есть смотрите, сперва образ человека составляется в офлайне, да, а потом это все аккуратно переносится в онлайн. В офлайне это 55% это невербалика, да, то есть, ну, это как бы с психологической точки зрения. Невербалика 55% это то, как мы выглядим, то, как мы говорим, то, как мы себя ведем, то есть все, что касается внешности, это невербалика. То есть 55% на встречах, в офлайн встречах, да, обращают внимание именно на внешность. Затем идет как бы экспертность, да, ваша. То есть 7% это содержание. И когда все это составляющее уже упаковано, и вы понимаете, кто вы и о чем вы, дальше это можно перенести уже в онлайн, да. В онлайне из каких составляющих как бы выходит наш личный бренд? Это в первую очередь мы определяем нашу миссию, то есть миссия у каждого разная, да. Задав такой вопрос себе, можно определить свою миссию. Например, представьте самый идеальный мир на свете. Какой он для вас, да? Например, в моем представлении идеальный мир – это тогда, когда каждый человек берет ответственность за свою жизнь, нету вообще негатива, только осознанные люди, и любые конфликтные ситуации решаются только разговором, нету вообще конфликтов на свете, да? То есть это моя миссия, и как только я представляю, какой идеальный мир для меня, из этого исходя я строю свою миссию, да, то есть что я для этого делаю? Я делаю для этого такой контент, да, контент про осознанность, контент про инсайты, про то, что каждый человек должен нести ответственность за собой, да, про какую-то экологичность и так далее. И у каждого как бы своя миссия в этом плане, у каждого в голове свой идеальный мир. То есть нужно просто задать, ну, как бы вопрос. Вот, мы определили миссию. Затем мы делаем схему наших тем, да, то есть матрица тем. У меня матрица тем – это личный бренд, маркетинг, инсайты, осознанность, все, что касается саморазвития, да, все, что касается саморазвития, самопознания и так далее. То есть миссия, затем матрица тем. Далее мы составляем монетизацию, да, блога, то есть как можно монетизировать свой блог, исходя из ваших ценностей. То есть в первую очередь мы должны просто понять, какую ценность мы несем обществу, да. Если задаваться вопросом, кому я сегодня могу помочь, то сразу позиционирование у нас меняется. То есть мы можем уже, как бы, как сказать, у многих есть синдром самозванца, все думают, а что я дам, а кому я интересен, что полезного я могу дать. Вот. И в такой ситуации просто очень сложно вести дальше аккаунты и дальше как бы проявляться, да. А если задавать вопрос, кому я сегодня могу помочь, то наше позиционирование, наша позиция сразу меняется, и нам легче будет вообще что-либо транслировать, продвигать, выходить в сторис, делать полезный контент и так далее.
Жансая деген подписчигimiz кіріп, бүгін қандай тақырып еді, енді кіріп едім деп айтып жатыр. Бүгін біз жеке брендті қалыптастыру тақырыбын талқылап жатырмыз. Біздің эфирге бүгін сарапшы маман, маркетолог Саида Итжибаева қосылып отыр. Саида, енді жаңа ғана жақсы айтып кеттіңіз, жеке брендті қалыптастыруда міндетті түрде алдымен офлайн қағазға бәрін түсіру керек. Өзіміз отырып алып, қандай миссия, мен кіммін, менің жарқын әлемім қандай. Содан кейін оны онлайн біз оны трансляцияға кіргіземіз. Ендеше бір сұрақ туындап тұр. Егер мәселен қазір бірнеше адам қарап отыр ғой, подписчиктің саны көп емес делік. Бірақ мен міне жеке брендімді қалыптастырамын. Одан кейін мен өзімді ұсынамын, өз қызметімді ұсынамын, не халыққа көмектесем, өзінің миссиясына байланысты отырған. Егер мысалы подписчиктердің саны аса көп болмаса, жеке бренд қалыптастыру қаншалықты ол ақылға қолымды дүние? Жеке бренд, соңғы сөйлеміңізді қайталап жүрсеңіз, кішкене естілмей қалды. Егер жазылғандардың саны, мысалы Инстаграм делік, ТикТок делік, Фейсбук делік, кез келген әлеуметтік желіде адамға жазылғандардың саны, подписчиктердің саны аз болса, жеке брендті қалыптастыру қаншалықты қиынға соғады, немесе қисынды дүние? Егер мысалы 0 подписчик делік. Жеке брендті қалыптастыру керек па? Алдымен жоқ, подписчиктің санын көбейту керек па? Не істеу керек бұл жерде? Біріншіден жеке брендті қалыптастыру керек. Біріншіден подписчиктің санына қарамастан, то есть ваш личный бренд это не равно количество подписчиков, да? Мысалы кейбір миллион подписчигі бар блогерлердің табысы 10 мың подписчигі бар блогерден аз болуы мүмкін. Ол мысалы сіздің жинаған аудиторияңызға байланысты. Егер сіз басынан бастап өзіңіздің жаңағы кім екеніңізді, қандай құндылық бере алатыныңызды барлығын толыққанды түсініп алсаңыз, келешекте дәл өзіңіз сияқты аудитория жинау оңай болады. Мысалы көп блогерлер басында хайп арқылы, әдемі визуал арқылы біраз аудитория жинап алды. Бірақ ол аудиторияның барлығы қаншалықты құнды деп сұрауға болады, насколько качественная эта аудитория. А качество определяется именно их взаимодействием и вовлеченностью, да, и тем, насколько они у вас совершают покупку. Вот. И мың подписчик жинап қана уже определенный табысқа шығуға болады. То есть монетизацияны дұрыс жасайтын болса. Сондықтан ең біріншісі, ең бастысы жеке брендті қалыптастыру. Ең басты сіздің басыңызда қалыптасады өзіңіз жайлы жеке бренд, соны келешекте жаңағы әлеуметтік желілерге шығара беру оңайырақ болады. Ал егер бірінші сіз подписчик жинап аласыз, ол подписчик біріншіден жинау өте қиын, егер ол жақта дұрыс құндылық болмаса, ол жақта непонятно, о чем будет аккаунт, да? То есть эксперты, которые и это знают, и то знают, и там 10 разных сфер. И ондай аккаунттарға, мысалы, подписчик жинау өте қиын. Өйткені, мысалы, мен подписчик ретінде маркетинг тақырыбымен қызықтыратын болса, мені, мысалы, бокс тақырыбы қызықтырмайды, мысалы. Бірақ ол эксперт и маркетинг, и боксер, или еще что-то. То есть, мен жазылмауым ол аккаунтқа екі талай. Сол себепті нақты бір 3 тақырыпты таңдап алатын болса эксперттер, эксперт дегенде жаңағы кез келген адам, жаңағы жеке брендін дамытамын деген кез келген адам өзінің нақты 3 сферасын анықтап алатын болса, келешекте оны ары қарай домалатып алып кету оңайырақ болады. Тағы бір маңызды нәрсе айта кететін, тек қана өзіңіздің экспертності ғана көрсету қазір жеткіліксіз. Өйткені адам баласының, қалай айтсам болады, люди тянутся к людям, да? То есть, если у меня есть и другие части моей жизни, а не только мое агентство или то, что я там интернет-маркетолог, да, то есть я показываю и другие части своей жизни, что я мама, что я занимаюсь саморазвитием, что у меня есть какие-то ценности, да, то есть тогда складывается эмоциональная сцепка с моей аудиторией. А если я буду давать только полезный контент про маркетинг и про предпринимательство, то вот этой эмоциональной сцепки не будет. Ол біздің, мысалы, кез келген қонаққа барған кезде,
при простой беседе мы, когда разговариваем, мы же свое личное тоже же рассказываем. И тогда мы начинаем вовлекаться, да? То есть вот это вот вовлечение идет именно из того, что мы показываем свою не только экспертность, но и какую-то часть жизни, которую мы готовы показать. Есть часть жизни, которую мы не готовы показать. Вы как раз-таки, да, отметили в начале беседы, что очень важно иметь хорошую репутацию, четкую миссию, какую мы представляем весь мир, и, да, действительно, что мы можем предложить аудитории, да, той же самой целевой аудитории, тем же самым подписчикам. И только что вы отметили, что также важно иметь и... Боже, я потеряла цель мысли. Что очень важно также показывать то, понимание, да, кем вы хотите стать и что вы хотите на самом деле предложить. Мне кажется, здесь еще один элемент личного бренда еще отсутствует. Что мы еще упустили? Экспертность. Да, вот я хотела сказать о экспертности. Что нужно, ну, бывают люди, там, те же мамы. Как определить экспертность? Знаете, вот просто надо задать себе вопрос, о чем я могу говорить без остановки, с кайфом и с любовью. Вот, например, для меня это тема саморазвития. Я об этом могу вообще часами разговаривать. Мне иногда даже подруги говорят: так, стоп, можно не про это, да? То есть я, когда говорю про саморазвитие, про психологию, про то, как прокачивать себя, свои навыки и так далее, я могу вообще сутками об этом говорить. И это значит, что, говоря и донеся, транслируя именно эту тему, у меня соберется примерно такая же аудитория, потому что там есть энергия, да, то есть я об этом, там, как сказать, горю на эту тему, говорю на эту тему, и там есть энергия, и, соответственно, энергия притягивает примерно таких же людей, как и я. То есть наша аудитория — это всегда наше, по идее, зеркало, то есть, в принципе, в мире все зеркалит. И если вы не знаете, о чем говорить, то есть вы пока не определили, да, свою сферу деятельности, там, свою экспертность и так далее, то просто задайте себе вопрос, о чем я сутками могу говорить. Ну вот, например, вы с подругами встречаетесь, о чем вы очень много говорите, на какую тему вы говорите, да? Вот. И для начального этапа можно примерно про это говорить. То есть говорить свое мнение об этом и так далее. Экспертность определяется двумя вещами. То есть насколько вы профессионал. Если заказывают ли у вас услугу, да? То есть, например, если человек копирайтер, он пишет, да, заказывают ли у вас эту услугу? То есть платят ли вам за вашу услугу? Это первый критерий. Человек отвечает: да, платят, да? Клиенты остаются довольными, отзывы хорошие у вас. Если человек отвечает «да», то есть смысл в этом развиваться. То есть эти два вопроса просто убирают синдром самозванца. То есть это тогда, когда ты думаешь, что ты не дорос до экспертности, еще не имеешь права там проявляться и писать про это или говорить на эту тему. Тогда вы просто задаете себе эти два вопроса. Если ответ «да», то вы имеете полное право проявляться, писать об этом и говорить об этом, и быть экспертом в этой теме. Ну, тут вопрос как раз, да, вот мы определились с репутацией, у нас идеальная репутация, у нас четкая миссия, у нас есть экспертность, мы знаем, о чем мы можем транслировать, да, сутками напролет, у нас есть аудитория, мы собрали нужную аудиторию. Обязательно ли покупать рекламу для раскрутки? Очень хороший вопрос, мне кажется, да. На начальном этапе, то есть ошибки в покупке рекламы, да, там, для раскрутки. Я так понимаю, речь идет про рекламу у блогеров, да, и так далее, или про таргетированную рекламу. Смотрите, есть ошибка, когда человек, например, полностью еще не упаковал свой аккаунт, там непонятно, о чем человек, какие услуги он предоставляет, почему мне, как подписчику, нужно на него подписываться, что он мне даст, да, ценного, чтобы я на него подписывалась. И люди торопятся и сразу ставят на таргет, да, то есть тут уже происходит слив бюджета. То есть неважно, там 10 тысяч или там 100 тысяч вы потратите на таргетированную рекламу, нужного эффекта вы от этого не получите.
Поэтому на начальном этапе в первую очередь нужно упаковать свой бренд, то есть свой личный блог, да. Там должна быть правильная шапка профиля, правильные актуальные, правильные сторис, да, лента. Об этом у меня есть целая презентация, но сейчас, я думаю, не успеем полностью все рассказать. И после этого только, то есть есть определенный чек-лист готовности того, что ваш блог теперь готов к продвижению, да, дальнейшему. То есть первый этап – это упаковка, второй этап – это после упаковки только идет продвижение. И тогда только есть смысл как бы тратить, инвестировать в то, чтобы как на таргетированную рекламу, на рекламу у блогеров и так далее. Вопрос, если да, у меня все есть, у меня упаковано, стоит ли? Да, стоит. Я скажу, что стоит. Например, если бы нам сказали, что вот, Саида, через месяц твой блог будет приносить миллионы, я же месяц буду пилить контент, ходить на фотосессии, снимать видео, да, потому что есть гарантия того, что мне за это заплатят, да. Но многие люди, видите, не сразу понимают, что личный блог это равно как бы деньги, да, то есть это монетизация, то есть монетизировать в дальнейшем личный блог очень легко. Вот, и когда нету этой гарантии, никто не хочет этим заниматься. Поэтому и многие это оставляют как бы на второй план, да. Құнттамайды, қазақша айтқанда, көп адам құнттамайды. Я қазір бір екі сторис шығарамын, сосын бір апта демаламын, потом тағы бір екі сторисқа шығамын деген сияқты. Құнттамағандықтан, когда нету регулярности, системности, нету эффекта, и біз бірден результат көрмегендіктен ары қарай мотивация болмайды да жүргізуге. Сол себепті көбісі жеке брендті жүргізгілері келмейді. Өйткені көбісіне ол бір как лишнее движение, как уақытым жоқ дейді и так далее. Но если бы была гарантия того, что вот вам заплатят, ведите, то вели бы все абсолютно. А есть такая гарантия на самом деле? Гарантия только вы, то есть в любой же работе, вообще в целом, да, в жизни нет уже гарантии. Гарантия есть только на то, что вы родились, и на то, что вы умрете, да, то есть только две гарантии. Любая наша работа – это не гарантия. Завтра могут тебя уволить, да, завтра, я не знаю, там, можете вообще другую работу найти, уйти. То есть гарантий, в принципе, нигде нету, но есть ответственность и есть решение. То есть если я беру ответственность за себя, если у меня есть четкое решение того, что я хочу, то есть, как бы, как сказать, чуть на шаг вперед, если я вижу, что это приносит как бы пользу мне, да, то есть я буду этим заниматься. Но опять-таки, лучше, конечно, исходить из позиции, какую пользу принесу я. То есть тогда намного легче продвигать, потому что значимости, как сказать, ну тут, когда позиция меняется, что вот хочется больше пользы принести, и кому я могу помочь, например, да, своим блогом я могу помочь там стольким людям, вообще пойти на саморазвитие, да, на тему саморазвития, или там продвигать свои блоги, или предпринимателям помочь в увеличении количества их продаж и так далее. То есть в этой ситуации мне легче вообще и продвигать клиентов, и продвигать свой блог, и говорить на тему саморазвития. Саида, сізді тыңдап отырып, бірнеше нәрсені өзіме түйдім. Расымен жеке брендті қалыптастыруда ең алдымен адам өзінің беделін ойлау керек. Не істесе де адал істеу керек. Артынан сөз ермес үшін. Егер адам өз жайлы жақсы жағымды пікір қалыптастыра білсе, бұл жеңіс. Бұның өзі бір жеңіс. Дұрыс қой. Екінші, расымен адам өзінің миссиясын анықтап алу керек. Расымен мен аудиторияға, халыққа қалай көмектесе аламын, қандай әрекет арқылы пайдамды тигізе аламын, мысалы, қоғам. Одан кейін сарапшылық бір салада сарапшы болу керек. Демек, осы саладан расымен мен бұл жайында бәрін білемін, осы жайында мен ақпарат жеткізе аламын, бұл жайында айтқандардың ешбір өтірігі болмайды дегендей. Бір саланы таңдап алу керек. Мысалы, ас үй ма? Ас үйдегі тамақтың ас мәзірі. Үй жинау ма? Үй жинаудағы лайфхактар деген сияқты. Одан кейін барып аудитория жайлы ойлау керек. Осының бәрі қалыптастырғаннан кейін аудитория өзінен өзі тартылады. Енді сіз жаңа айттыңыз сөз басында. Беделі жақсы болса, егер аудиториямен байланыс үнемі байланыста болып, ашық, жарқын, расымен халыққа көмектесіп.
кеңесін беріп жатса, онда ол туралы жағымды пікірде айтылады. Ол жағымды пікірлер қайтадан репутация жаңа беделімізді еселей түседі деген. Осылай жеке бренд өз-өзіңізге жұмыс істейді. Мен түсініп отырғаным дұрыс қой? Осы жарты сағаттық әңгіменің ішінде деген. Ендеше, енді біздің аудиториядан көп сұрақ туындаған жоқ, соған қарағанда сіз бәрін жақсы түсіндіріп бердіңіз бізге. Көптен көп рахмет. Саида, алдағы уақытта міндетті түрде сіздермен тағы да байланысқа шығамыз деген ойдамын. Осы эфирді көрген азаматтардың барлығы Саида деген маман бар, маркетолог бар, жеке брендті қалай қалыптастыру керек, сол маманым барып өзінен жеке сұрауға болады екен деген пікірде қалып деген мен ойдамын. Сізге көптен көп рахмет, сәттілік тілеймін. Сізге де көп рахмет, шақырғандарыңызға, сенімдеріңізге көп рахмет. Кез келген сұрақ туындап жатса, бұл саладағы маған директке жазсаңыздар, мен міндетті түрде өзім жауап беремін. Көп рахмет. Саида маркетинг деп тұрады, құрметті біздің көрермен. Біз бүгінгі тікелей эфирімізді осымен тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар. Көп рахмет, сау болыңыз.